Парапсихологи утверждают, что Земля, особенно если она чувствует любовь человека, может забрать плохую энергетику у огородников, а также поможет укрепить психическое и физическое здоровье человека. Поэтому я в рамках проекта «Испытано на себе» сегодня решила поработать с Землей. Для этого мне нужно, во-первых, засучить рукава, во-вторых, надеть перчатки, ну и, собственно говоря, приступить к работе. И первым делом мы решили посадить дерево. Хорошее это занятие, ну и, конечно, самостоятельно этого я сделать не смогу, поэтому обратилась к человеку, который в этом мне поможет. Знакомьтесь, это Татьяна. Она является заведующей лабораторией ботанического сада Северо-Восточного федерального университета. И именно сегодня вместе с ее помощью мы окунемся в этот мир, так сказать, посадок, ухода за растениями. В общем, начнем мы с дерева. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мы будем садить первым делом? Что за прекрасное растение? Ну и, собственно, что мне нужно сделать? Сегодня мы будем садить боярышник даурский, да, это видовое его название. Он является кустарником. Это, в наших условиях, да, получается, он вырастает, вот пример, да, такого размера бывает. Это какой возраст уже? Этому больше 10 лет. А у нас здесь? А у нас маленький кустарничек, ему где-то года два, где-то так, год 2-3 года. Вы знаете, если бы я посмотрела на него первый раз, я подумала, что это уже не живое растение, как будто бы, Нет, одна лишь палочка и все, ничего нет. Да, мы определяем живое растение как, да, то есть зеленые листья есть, да, то есть на корневую можно посмотреть, да, корни, корневая живая, да, то есть получается, белые корни, вот можно посмотреть, да. Видно, да, что они живут? Если, например, можно сделать так, то что, например, листьев нету, ничего нет, да, голый ствол. Голая палочка, да? Да, смотрите, можно немножко разломать и посмотреть, то есть внутри, если оно зеленого цвета, да, бело-зеленого, то растение живое еще. А в чем прелесть боярышника? Боярышник, он больше как декоративный кустарник используется. Вот, на нем есть ягоды. Из ягод некоторые люди делают там настойки, варенье, может, делают, да. Но обычно он как бы не считается несъедобным. Да, в пищу не употребляют, да? Да. Только, наверное, какие-нибудь очень такие. Да, и они, получается, люди могут, да? осенью, например, да, вот все листья опадают, и остаются ягодки только вот такие, очень красиво смотрятся. То есть это вы, в принципе, у себя высаживаете это лишь как для красоты больше, да? Да, для красоты. Ну что, приступим. Я вам сегодня в помощь. Вы мне говорите, что делать, я буду, собственно, делать. Да. Вы будете копать яму сейчас. Смотрим, яму копаем, смотрим на ком, да? Размер кома какой. Получается, у нас земля не очень хорошая, да, поэтому в яму добавляем перегной, землю, плюс еще песок желательно, да. Для начала надо просто вырыть, да, ее? Да. И копаем примерно, если посмотреть, да, на 50 сантиметров глубину получается. Вот. Как этот ком, короче говоря, да? Да. Господи. Чуть 2 раза больше этого кома должно быть яма. А вообще это прихотливое растение, боярышник? Боярышник неприхотливое растение. Вообще в плане пересадки, да, он неприхотливое растение, потому что вот его выкопали, да, и можно его корневую вот эту землю не закрывать, а просто вот даже если оставите на улице, на солнце, да, он может быть живым, не умирает, да, сразу получается, может оставаться живым в течение недели, там, 2 недели. То есть... А так потом за ним уход хороший нужен, там, постоянно, да? Уход не особо сильного ухода требует. Болеет часто? Болеет, нет, не часто, не болеет даже, можно сказать. Но у него иглы, да, большие такие иглы по всему этому. Колючки, да? Да. Мы видим вот там. Смотрите, я выкопала целый ком. Так. Это, вы говорите, не очень хорошая земля, да? Да. В любом случае, все равно в яму землю надо добавлять, хорошую землю. Чернозем, питательный грунт можно.
Ну, покупной, магазинский. Не хочет проходить. Поближе. Что-то мешает, да. Самое сложное это верхнюю часть, дерн. Я уже поняла, что это самая сложная часть. Она вообще не долбится, даже не прокалывает. Вот здесь сделала, а здесь не могу. Лучше к вам прийти, уже аж жарко стало. Вот тебе первые деньки лета, да? Да. Вот. Все-таки опытный человек делает это правильнее, чем я. Хопа, и все. А вот эту землю потом куда деваете вы? Никуда? Ну, встряхивает надо, вот, ну, то, что встряхивается, да? Мгм. Вот видите, вот до этого тут кустарник сидел. Видно, да, какие-то Он корневища чьи-то. Да, погиб. Тут. Это мы можем обратно кинуть, да? Да, это все обратно можно. Ага. И получается, вот ямочку вырыли, да? Но мы эту почву не убираем, мы ее потом все равно используем. А боярышник вообще быстро растет? Вот вы Да. говорите, этому 10 лет, да? Это Очень считается быстро? быстро растет. Он, если поливать в летнее время, да, быстро растет. Конечно, если вот посадить, и забыть, конечно, он может даже это Не прирастись. не прижиться и умереть, получается. Ага. Да? Но боярышник, он такой живучий. Живучий. То есть для тех, кто хочет вот посадить и особо ничего не делать, хороший вариант будет посадить боярышник, да? Так, эту яму вырыли. Ну тут земля хорошая довольно. Бывает такое, то, что в городе, да, Да. если сажать по площадям, рядом с магазинами, с домами, Там вообще нет земли. там невозможно сажать, потому что там ниже 30 сантиметров идет строительный мусор. Вот этот бетон, там эти всякие деревяшки, гвозди, все туда кидают и засыпают почвой сверху. Ага. А вот мы сейчас садим, ну, в таком достаточно темном месте, да, в тенечке. То есть боярышнику нужна тень, или все-таки, если посадить его на открытое пространство? Ну, допустим, если у меня большой дачный участок, захотела приобрести кустик, а куда же его садить-то лучше? Ну тут не совсем тень, потому что первую половину дня здесь тень, а солнце-то идет так, и уже к вечеру уже тут солнце получается. Ну, то есть для него это будет комфортное место. Да, комфортное место. И если совсем тень, да, то будет расти, но не так быстро и не такой большой будет. Солнце нужно. Да. Все. Ну, примерно вот яму выкопали, да, получается. Когда транспортируете его, да, он может поломаться, да, вот, например, как здесь. Там. Да, я еще обратила внимание, что почему-то оно здесь закончилось. Да, дерево. поломанное. Ну, это ничего страшного, то есть он может потом быстро восстановиться. Вообще все растения, да, свойственно, даже вот цветы, да, однолетники. Головку отрубаете, у него 5 голов вырастает. Ну, как есть же из сказки. Змей Горыныч. Ну, голову одну отрубаешь, Да. 2 головы вырастают. То есть ничего страшного не будет. Да. Да? Хорошо, так, дальше. Так, перед посадкой, да, у нас, например, вот сухой ком, да? Да, Ну, я вот смотрю, видите, очень видно, да, что да. сильно заметно, что и такая твердая здесь Да. почва. Ну, мы сейчас ее так и посадим, потому что воды нальем, да, но желательно людям, да, когда они высажают, перед посадкой его в воду поставить, желательно, да? Размочить, да? Прям ведро с водой можно поставить на Ага. несколько часов, пока вы не высадите. То есть это будет намного лучше для корней. А, Так, и сначала высыпаем грунт. У нас тут есть это уже хорошая почва, да? да. Ну, примерно яму выкопали, да, вот примерно наполовину высыпаем. И перегной должен быть в расчете по сравнению с грунтом, да, 1 к 2, либо 1 к
3 получается. Есть разный перегной. Смотря какой перегной. Есть свежий, есть вот такой, как у нас совсем вот. Это что? Перегной. Сушеный перегной? Да. Ага. Я высыпаю вот пол-ведра, да? И желательно перемешать немножко. С грунтом. Да. Перемешали. И наливаем. Ну, обычно на такую яму я вот 1-2 ведра, да? Так, а когда сажаем растение, ну, наше растение, получается, мы не должны заглубить ниже, чем корневая шейка вот у него, да? Ага. То есть, если слишком глубоко, растение может потом, ну, погибнуть. Но некоторым растениям это нормально, ну, для некоторых растений, да? Но желательно не заглублять. Это у нас тоже отдельное растение идет. Это не продолжение этого дерева? Это отдельный? Но они вместе растут, да, они одна корневая. Ну, то есть мы его засыпать не должны тоже, да? Да, можно его вообще убрать, если не нужно. А, В принципе. Смотрим, да, вот сажаем и уже смотрим, где у нас земля, вот она, да? да. Но мы сверху делаем как бы котловину. Потому Чуть-чуть что- пониже будет сразу. Да, потому что когда мы будем поливать, чтобы вода не уходила туда, ну, в сторону, да? Ага. Ну, тут немножко надо добавить земли. Слишком низко. Да. Вот такие нюансы. Окажется, вырыл ямочку, положил, засыпал, и все. На самом деле здесь нужны и расчеты, и логика должна быть какая-то, И сила. и сила. Сила это точно. Так. Так, смотрим теперь. Теперь нормально, да? Ага. Так, теперь по бокам мы используем уже нашу вот эту землю. Который вот этому, да? Да. А вот эти комки, это хорошо или плохо? Ну, комки можно разбить. Ну, ничего страшного. И самое главное, хорошенько утрамбовать растение. Я видела даже, что можно топтать, ходить по Ну нему. вот, топтать, ага. Надо топтать, да, все-таки? Да. Вот этот у нас ком остался. Не туда и не сюда. Это ком у нас с сорняками, Ага. поэтому лучше его выкинуть. Никаких каких-то минералов, никаких добавок. Мы ничего не добавляем, да? Ну, можно на этом этапе добавить корневин. Мгм. Но есть разновидности препаратов корнеобразующих, да, Мгм. чтобы помочь им, чтобы корни она быстро пустила в новую землю. А так особо сильно. Ничего не надо. Мы да? же перегной добавили, перегной это органическое удобрение уже. Достаточно будет, да? Да. А вот это растение, вот ему в этом году, соответственно, мы его просто оставляем, да? Мгм. Оно только приживается. На следующий год оно уже будет расти или вот будет стоять такая же палочка? Будет расти. Уже появятся, да, веточки? Уже начнете поливать. Жаркое время. У нас лето жаркое, сухое. Мгм. Почти каждый день нужно будет поливать. И если будет поливать, но за сезон где-то может сантиметров 10 добавить, сантиметров Мгм. 10. А плодоносить начнет когда уже? Плодоносит рано еще ему, где-то года через 2-3. 2-3. Вот так вот. Это дело такое. Нужно терпение, да? Посади и жди несколько лет. А чтобы увидеть такого красавца, нужно подождать 10 лет минимум, да? Мгм. Вот посадили, да? Да. У нас тут котловина. Так, и сверху уже воды добавляем. Можно ведром, можно лейкой. Можно еще регулятором роста, как эпин, циркон, обработать само растение, Мгм. опрыскивать, чтобы оно быстрее росло.
прижилось. А из самых популярных кустарников, которые можно посадить сейчас на территории Якутии, которые хорошо приживаются, что посоветуете? Ну, понятное дело, боярышник. Еще что садят? Акация, Ага. караганный древовидный называется. Он вообще неприхотливый тоже. Он быстро растет, 10-15, аж до 20 сантиметров за сезон, да. Мгм. Береза наша обычная хорошо быстро растет. Сейчас стал какой-то бум, яблони все садят. Да, яблоня ягодная. Ну, это наша яблоня, у нее ягодки вот такие маленькие, ну, Мгм. костянка получается. Она, да, она очень декоративная. Вот сейчас скоро она зацветет, где-то через недельку. Сейчас у нас черемуха цветет, черемуха тоже популярна. Так, А из таких каких-то новых кустарников, которые вот относительно недавно стали популярны в Якутии, что люди стали? относительно недавно. Ну, я думаю, сирень, Мгм. потому что до этого сирень не очень популярна была. Даже люди не знали, да, Да, вот да. большинство людей, что вообще у нас сирень растет. Ну, сирень вот венгерская у нас растет. У нас, ну, она очень поздно цветет, где-то в конце июня. Вот. Обычно в Москве же сирень когда цветет в мае, в конце Да, да, мая, да. да, у нас вот в конце июня. Но все-таки цветет. Да. Прям если разрастется, очень хорошо. Прям куст такой сиреневый становится. Ну хорошо, мы выполнили первую задачу. Мгм. Наш боярышник посажен, и теперь можно прийти на территорию ботанического сада Мгм. Северо-Восточного федерального университета через 3-4 года и, собственно, посмотреть, какого размера станет это дерево. То есть есть же 3 основные задачи для мужчин, обычно говорят, да? Да. Посадить дерево, построить дом и сына родить. Дерево посажено. Движемся далее. Испытано на себе. Еще одни приятные хлопоты любого дачника – это, конечно же, обрезка. Здесь нужно знать меру, наверное, в первую очередь, дабы не обрезать все растение. Ну и, конечно, знать какие-то основные правила. Ну и, собственно, про обрезку мы с вами сейчас поговорим на примере этого растения. Что это? Это у нас дерен белый, либо сведена белая, да? Кустарник высотой, ну, где-то, ну, максимум наших условий до 2 метров, да, вырастает. Цветки у него белые, ягодки белые, но ягодки у него несъедобные и ядовитые. Так, а для чего производим обрезку этого кустарника? Обрезку производим, во-первых, из-за того, что некоторые у него ветки, да, стареют, некоторые ветки обмерзают, получается, да. Еще мы обрезку делаем, потому что у нас изгородь тут, и должно быть все аккуратно и ровно. Получается, на одном уровне должны расти растения. То есть оно образует такую стену, да, визуально, для красоты, по Да. сути, да? Ну, конечно, если вот разная длина, логично, нужно сравнять ее, да? Да. Но легче, конечно, если большая такая изгородь, да, вручную, конечно, это будет сложно и долго, да, можно пилой, то электрическая пила специальная есть именно для обрезки вот кустарников под изгородь, получается. Вот. Но мы попробуем сегодня секатором, сучкорезом. Вот. И При обрезке на что нужно обращать внимание? при обрезке обращаем внимание, во-первых, смотрим старые ветки, да, где у нас. А как понять, что она Вот. старая? Вот, например, хорошая ветка, она красная, да, вот ровная красная. И тут идет, видите, вот видно, что она обмерзает, вот старая. посмотрите, видно же, да, серая, да? Как Да. с налетом как будто каким-то. И Так вот она же основная. Нет, она не основная. Нет? Нет, ее можно обрезать, то есть мы обрезаем вот до сюда. То есть у нас вот эта ветка пойдет как основная, Мгм. да, и от нее уже пойдут тоже другие ветки. И вот смотрим, у нас уровень где-то вот здесь, да, Мгм. тоже обрезаем, но не посередине, прям вот здесь, да, междуузле вот они, да, Мгм. не вот так вот, а чуть-чуть пониже, да, чтобы палка не торчала тут, Ага. чуть пониже, вот так получается у нас, да, тоже под углом немножко. Ну, тут нужен хороший секатор, видите, у нас не очень, ну, старый Ага. секатор уже. Старый секатор, вот, ну, плохо режет. Оставляет Да. зазоры, да, какие-то? Поэтому хороший сучкорез, хороший секатор нужен. Так, хорошо. А Мгм. какая высота-то? Вот по этим? Вот по этим можно. Под Мгм. углом. И вот так. Мгм. И вот так весело проводишь свои вечера, да? О, просто часами стоишь и вот так вот
Ну, если у вас один кустарник, то ничего страшного. Если изгородь, конечно, лучше вот пилой, да, электрической А пилой. вот ягодки, они съедобные или просто для красоты? Ягодки для красоты, они ядовитые. Да? Лучше их не есть, поэтому. Знаете, ломать не строить. Все равно приятное ощущение, когда вот отрезаешь, и вроде бы кажется, что делаешь какое-то плохое дело, а на самом деле это все во благо растения. Наоборот, когда вы обрезку делаете, вы наоборот лучше растениям делаете. Испытано на себе. Приятные это все-таки хлопоты, работа на своем дачном участке. Знаете, я стала задумываться, что, видимо, с возрастом все-таки начинаешь приобретать другие ценности. То есть еще лет 5-10 назад, если бы мне сказали, обрежь кусты, я бы, конечно, посмотрела на все это дело и подумала, нет, не мое. А вот сейчас прям получаешь от этого огромное удовольствие. Просто такая некая медитация. И сразу получаешь массу хороших эмоций. Так что не лежим дома, товарищи, а выходим к себе на участок, к соседям на участок и работаем. Антистресс обеспечен. Испытано на себе. Вот она, красавица акация. Этому кустарнику на территории Ботанического сада Северо-Восточного федерального университета около 15-20 лет. Это растение, конечно, знаменито своим декоративным предназначением, но этот кустарник также требует и ухода. Помимо обрезки, как мы видим, здесь она уже прошла на ура, необходимо опрыскивать. Приступим к следующей процедуре. Я вижу, что вы произвели хорошую такую обрезку этой акации. Все прям под одну линию. Как Да. часто обрезаете акацию? Акацию обрезаем 3 раза за сезон. Это получается весной, если требуется. Да, вот сейчас у нас еще не обрезанные стоят. Это у нас с прошлого года, с осени получается. А, это еще вы не обрезали? Да, они Ага. только начинают, вот листья появляться, получается. Летом 2 раза летом и перед зимой, получается, обрезаем. Мгм. Хорошо. Опрыскивание для чего, зачем, в каких объемах и как часто? Опрыскивание мы производим в конце мая, ну где-то вот в середине, в конце мая, да, от сезона зависит. Мы опрыскиваем от грибковых заболеваний. У нас несколько препаратов. Например, вот у нас есть сероколлоидное, да, то есть это фунгицидное средство. Есть скор, тоже фунгицидное, есть аллерин, есть медный купорос. Но Это все надо смешивать одновременно или выбирать не, одно? выбирайте одно, конечно. Вот. Но мы обычно медным купоросом опрыскиваем. Мгм. Ну, как универсальное старое средство, да, получается. Вот. А Так, что расскажете и- про аллерин Б? Аллерин Б – это биологический препарат высокой эффективности, получается, да. Но есть, кстати, есть люди, которые предпочитают химикаты, да, вот чисто химия, да. А есть люди, которые предпочитают биологическое оружие, ну, как бы именно, ну, как он безопасный для людей, для природы, Мгм. для растений, для всего, да, получается. Ну и действует тоже по-другому. Мгм. Так, ну вот эти препараты, да, аллерин, всякое разное, вот одна серия у них есть, да, если припомню, еще какие-то средства есть, они все биологического действия, получается. вот Мгм. То есть не опасны для... Да. Есть вот сера. Серу используем от грибковых. Это как сера, да, вот в теплицах весной. Есть серные шашки, да. Вот они их прижигают, и прям дым по всему этому, по всей теплице. Вот тоже от грибковых заболеваний. Мгм. Скор. Ну, скор, вот всякие разные вот такие препараты, они разные действующие вещества, у них надо смотреть. Таких препаратов очень много на рынке. Ну, это уже предпочтение каждого человека, кто какой хочет Мгм. использовать, получается. Мы возьмем сегодня Медный купорос, да. медный купорос, классика жанра. Да. Проверенный, хороший способ от плесени и гнили. Так, мы разводим, у нас должен быть опрыскиватель большой, да, желательно, если у нас много кустов. Если мы будем вот таким вот маленьким опрыскивателем, да, на литр, это, ну, как бы это больше для комнатных растений. Для кустарника обычно как минимум вот такой вот 5 литров опрыскиватель.
И разводим медный купорос. Здесь 100 грамм, да, в пакетике. Получается 100 грамм на 10 литров. Значит, мы 50 грамм, половину пакета должны высыпать в наш опрыскиватель. А опрыскивать нужно вот верхушки кустарника или Опрыскивать надо всей всю поверхность, прям изнутри, снаружи, снизу, там, сверху. То есть всю поверхность кустарника получается. Вот. Так это ж такой трудоемкий процесс. Да, трудоемкий. Вот стоишь так и часами поливаешь, да? Но это опять же, потому что у нас тут огромная изгородь, да? Да. А если было бы один кустарник, в принципе, быстро и легко, да? Да. А вот так Площадь. опрыскивать нужно сколько раз за сезон? Ну, по необходимости. Мы сейчас опрыскиваем как профилактика, да? У нас кустарники сейчас не болеют, мы просто профилактическая весенняя обработка называется. Но в течение лета, если у вас, видите, какая-то болезнь появилась, да, листья там бронзовые становятся, какие пятна появляются там, уже определить болезнь, уже бороться с ним, ну, препаратами всякими. Акация у нас неприхотливая, то есть не поражается болезнями особо, да, но у него есть один большой минус, он поражается мучнистой росой. Мучнистая роса – это грибковое заболевание, это когда на листьях появляется белый налет, ну как мука, да, вот белый налет. И с ней надо бороться уже тоже препаратами от мучнистой росы. Это появляется в основном от погоды, тоже зависит. Если влажная погода, да, сырая погода появляется. Мы видим, что уже появляются первые листики, да, у акации, Да. вот зелененькие. Кстати, акация самая последняя облистляется, можно сказать, по сравнению с другими кустарниками. Уже все кустарники уже цветут, у всех растений, у всех листья, а акация только-только начинает. В общем, купорос лучшее средство, да? Купорос, ну не супер лучшие, есть препараты, конечно, лучшие, новые препараты. Медный купорос, он как давным-давно у нас используют, поэтому как-то вот. У нас есть же специалист, который именно занимается вот такими, он предпочитает вот медный купорос. То есть сказано, сделано, Да. и вы особо не пытаетесь нововведения, как сказал специалист, значит, так и надо делать. Да. И вот так, значит, обрабатываем нашу изгородь, и будет вам красота. Самое главное, растение будет здоровое. Испытано на себе. Еще одни приятные хлопоты – это уход за многолетними растениями. Название говорит само за себя. То есть это растение, которое посадил один раз, но нужно ухаживать за ним каждый год и в течение сезона. И на следующий год оно будет по-прежнему вас радовать. Зачастую это у нас цветы. Вот, собственно, мы видим уже первые цветочки. Что это за растение у нас? Это растение Адонис называется. Он как раз вот, ну, сейчас, да, в это время начинает цвести. Это растение у нас растет в Якутии, ну, местное растение получается, да. А так у нас здесь очень много других многолетних растений. Ну, мы привозим из разных частей республики, получается. Даже привозим из разных частей России и проводим здесь испытания. Ну, как будто бы у нас здесь, не как будто у нас здесь коллекция, да. То есть названиями тут могут люди проходить, названия читать, смотреть, да. То есть приживется, не приживется, как будет цвести, Да. то есть контролируете, да? Да. Это растение в Якутии прорастает везде, Да. но после зимы мы видим, что ему требуется уход, да? Да, многолетние растения, они требуют большого ухода по соревнению с однолетними растениями, получается. Если вы из них цветники делаете, то обязательно уборка сорняков, да, сорняки обязательно надо убирать. Если сорняки не убираем, Вот то они могут под давлением сорняков совсем исчезнуть со временем, да, получается. Они требуют еще ухода в том, чтобы каждую осень, то есть большинство многолетних растений мы срезаем под корень полностью, да, то есть вот это растение под корень, например, вот полностью вот так вот срезаем, да? Когда? Осенью, перед зимой. Ну, это где-то в конце сентября, в начале октября, где-то вот так вот. Многолетние растения, у них вся сила в корнях, да, то есть они каждый год прорастают из корней. Вот, и у нас вот остается, вот видите, вот это с прошлого года остались, да? Сухие веточки. Почему? Потому что мы их не срезали осенью.
То есть если мы не срезали осенью, значит мы весной должны вот это убирать. Ну, если хотите красивый вид, да, вот. Они легко отрываются руками, можно просто вот убрать. Убираем. И уже у нас вот. Ну, это больше для декоративного хорошего вида, да, не то чтобы растениям от этого плохо. Вот. И обычно, если у вас этот цветник, то обязательно рыхлим, да. Есть рыхлилка такая ручная, да, то есть рыхлим. Обычно я, например, иногда руками просто вот так прохожусь, да, получается. И весной обязательно добавляем удобрение. Можно химическое удобрение в гранулах, да, под растение просто вот положить по нормативу. Либо также перегноем. Ну, у каждого дачника, наверное, есть перегной, да? Получается, вот перегной под растение. Это весной делать, да? Либо есть эти, получается, это коровьи, да, вот эти экскременты. Да? А есть лошадиные экскременты. Но не то, что говорят, на самом деле лошадиные, они лучше. Ну, по составу, по влиянию на растения, да, там он намного лучше. Вот так вот, дорогие друзья, берем на заметки. То есть лучше берем лошадиный навоз, нежели коровий. Лошадиный можно не рыхлить, а просто вот взять вот эти кругляшки, да, и просто вот так вот разложить их. И все. Да. Ну и, собственно говоря, многолетки будут радовать вас много лет. Да, и если пересаживаете, например, да, кому-то отдаете, да, там, другу там, или другой цветник пересаживать, тоже пересаживайте в начале июня, ну, время, да, в конце мая, начало июня, либо перед зимовкой, осенью пересадка. Испытано на себе. Еще один очень красивый многолетник – это бурачок ленский. Посмотрите, какая красота. Ярко-желтый цвет. Цветет в конце весны, да? Да. В начале лета. Но, собственно говоря, вот остались прошлогодние у нас остатки от красивых цветов. Их нужно убирать, да? Да. Просто вот так смело. Ну и радоваться красоте. А долго цветет тут он? Недолго, где-то недели 2. 2 недельки вот такой красоты, а потом просто зеленая, да, остается? Да. Ну, почвопокровная считается. Он будет хорошо смотреться на альпийских горках, с камнями вместе можно сажать. То есть это для ландшафтных дизайнеров, да? Для каменистых горок хорошо смотрится. Для каменистых горок. Находка для ландшафтников. Но плохо то, что он, как сказать, пересаживается плохо. То есть корневая у него слабая очень. Пересаживать, и он может не прижиться. И если у вас участок, например, посадили, в этот участок все время зимой кидаете снег, да, много снега, то в этом случае он, конечно, не выживет. Он уже, пропадет потом. Вот такая красота – это прострел Турчанинова. То есть по-нашему это подснежники. Очень красиво смотрится лишь потому, что, ну, конечно, потрясающий цвет, ну и они очень густо посажены, да, то есть такой прям большой букет подснежников. Несмотря на то, что уже сезон их прошел, они уже отцветают, но все равно визуальная красота присутствует. Испытано на себе. Несмотря на то, что на дворе июнь, конечно, с рассадой вроде бы как будто все дачники уже завершили, да, хлопоты свои, но, собственно, еще есть возможность что-то рассадить, да, вот, собственно, этим мы сейчас и займемся. Что у нас здесь? У нас здесь стаканчики, в которые мы пикируем весной растения, да. Есть, ну, как пример, у нас вот короба, такие ящики есть, в них мы с февраля месяца начинаем сеять семена, получается, да. Но сейчас это редиска, да, редиску посеяли. Семена сеем, и из этого ящика мы уже пикируем в эти стаканчики. Да, с теплицы уже осенью заготовки делаем, стаканчики забиваем грунтом
специальным. А это вот с осени стоят, поэтому так у них прям видно, что они Да. подсушена почва уже, да? Да. И осенью нам помогают студенты, конечно же, СВФУ, да. Мгм. Очень большая площадь, очень большие теплицы, и все это забивать в стаканчики. Кропотливая работа, да? Да. И стаканчики у нас пластиковые, ну, к сожалению, да. Можно было использовать какие-нибудь более экологичный материал. Полиэтиленовые даже, можно Да. сказать. Мгм. Так, мы сейчас будем пикировку делать, пример, да? Мгм. Будем пикировать вот растения. Если название мы пишем вот каждому, да? Вот короба у нас все расписаны, получается. Это у нас Нирнбергия. Что это такое? Балконное это растение, похожее на петунью. Ну, оно как шапочкой тоже растет. И у него такие мелкие цветочки, как звездочка идут. А почему балконная? То есть на балконе Да, высаживают? именно на балконе, в кашпо, да, балконные. Мгм. Тут у нас шапочка росла. Нирнбергия, запоминаем. Нирнберги. Я вообще подумала, что это какой-то сорняк. Даже не подумала бы, что это может быть красивым растением. Так, хорошо, как мы делаем? Так, во-первых, мы, когда в теплицу обрабатываем, вот серной шашкой получается, потом мы заходим сюда через недельку, и уже все стаканчики мы проливаем водой. Но мы делаем, как в старые времена, да, некоторые придерживаются такого метода, как снег. То есть мы заносим снег, закладываем их на чашки, ложим, Мгм. и снег постепенно растает и уже увлажняет почву в стаканчиках. Мгм. Ну, кто-то делает так, потому что говорят, что это метод такой, он бы медленно пропитывает стаканчик, и тем самым вода не уходит сразу вниз. Ага. А если мы будем вот так вот лейкой, например, да, Мгм. вода сразу уходит вниз и плохо пропитывает стаканчики. Мгм. То есть лучше это делать было по весне, когда был снег, Да. но коли уж у нас уже снега нет, Да. сделаем водичкой, да? Так, вот пролили сухие, да, что у нас почва должна быть влажной. Прольете, да? Мгм. Так, и вот то, что мы сажаем, вот это растение тоже проливаем. Тоже вот у нас сухое. Обильно проливаем. И у нас есть пикировку, как мы производим. Оно получается вытаскиваем по одному растению. На стаканчик одно растение, да? У нас есть палочки специальные, да, которым мы делаем дырочки. Ну, Мгм. это как угодно, кто как умеет, да. Некоторые вообще пальцами делают, некоторые там специальные приспособления у них есть. То есть мы делаем дырочки не так глубоко, а на такую глубину, чтобы корни соразмерно корням должно быть. Например, вот растение вытащим, да, вот. То есть растение вытаскиваем снизу, вот так, как торт. Ну, как торт вот держите, да, Мгм. вытаскиваете. Чтобы корневую не повредить, всю эту почву убираем. И получается вот, смотрим на корневую. То есть без почвы голый корень должен быть. Вот это одно растение. А, я еще хотела задать вопрос. Откуда вы Ага. знаете, сколько веточек? Это одно растение или два? А оно, когда развалится, это сразу видно, да? Да, потому что, видите, вот у него один корень, один стебель идет здесь, а Мгм. потом он как бы вот ветки появляются, несколько веток. Мгм. Вот корни у него, видите, большие, много корней уже. Но есть такой метод, то, что мы корни срезаем, кончики корней, Зачем? потому что, ну, я как любое растение, если кончик головы, либо вот снизу отрезаете, у него еще 5 голов появляется. А, То есть, тут та же самая да, логика, да? да, и получается, чтобы корни лучше развивались, можно кончик отрезать. Ага. Вот, у нас корни не длинны, то есть мы, получается, вот делаем неглубокий, да, неглубокую дырочку, более широкую, потому что корней много. И сажаем до этого уровня, до шейки. То есть Мгм. не вот так вот глубоко, да, вот так. Некоторые растения можно глубоко сажать, прям вот так. Они Но будут не в расти. этом случае, да? Да. То есть сажаем и уже сильно вот так прижимаем, чтобы внутри воздуха не было, чтобы корни хорошо развились. Все. И вот из такого вот маленького одного кустика вырастет большая шапочка на балконе? Да. Чудеса. Можно тоже отрезать вот так вот. И получается, он начнет ветвиться еще больше. Мгм.
Так, я правильно разделила? Тут их два? Да, два. Точно два, да? Можете попробовать посадить. Берем палочку. Мгм. Лучше стаканчик поставить снизу, он будет сыпаться. А, там дырочка? Мгм. Все понятно. Итак, делаем дырочку. А, мы должны измерить, какая высота Мгм. корня. Примерно такая. Мгм. Значит, ой, так, вот такой. Мгм. Все. Берем наше растение, Мгм. проверяем. Мгм. Не, Так, не глубоковато? это нормально. Ага. И прижимаем, правильно? Да. Вот так. И Все, и потом проливаем также вот сверху. все. Всё. И таким образом из одного, казалось бы, растения у нас получится 3. Да. Хорошо. А вот у нас на дворе сегодня 1 июня, да? Мгм. Что сегодня, сейчас еще можно успеть посадить? Кстати, сегодня, начиная с 1 июня, уже начинаются массовые посадки однолетников по городу. Мгм. Но некоторые люди позже сажают, потому что сейчас заморозки будут. В первых Мгм. числах заморозки. Поэтому некоторые после 5 числа сажают. Ну, самые такие страховые люди, получается. Мы видим, у вас очень много рассады, да? Мгм. Если взять в целом, сегодня самые популярные, что у вас покупают больше всего? Цветы. Самое популярное сейчас, ну, для дачников, которые вот рядом живут, для них это овощи. Они в основном овощи покупают. Они покупают перцы, томаты, огурцы. Но цветы популярнее, конечно. Но цветы у нас в основном покупают эти организации, да. Мгм. Много берут цветов. Кампус университета, там мы озеленяем, да, тоже немного берут. Вот. А самое редкое растение, что у вас, если взять из рассады? Самое редкое. Ну, в этом году мы разнообразие больше добавили. Например, вот сальвия, да? Савия? Сальвия синяя. Она Цветы. как шалфей, да, на вид. Ну, это и есть шалфей. Мгм. Тоже редкое растение. Не каждый сажает. Есть газания, есть ну, в общем, разные растения посадили. Немножко, понемногу. Ну, то есть разнообразие. расширили ассортимент, так Да. сказать, да? Да. Ну что, дорогие друзья, на этом наш проект подходит к концу. И, как всегда, мы убеждаемся, что действительно работать с растениями, работать с землей – это огромнейшее удовольствие, но требует, конечно, и терпения, и времени, и таких физических ресурсов, да. Ну а если, конечно, вдруг вы, посмотрев нашу передачу, захотите посадить хотя бы одно растение, да, или, допустим, кустик помидор на балконе, то можете смело посетить ботанический сад Северо-Восточного федерального университета, приобрести рассаду и, собственно, хотя бы немножечко окунуться в этот мир прекрасного растениеводства. Спасибо вам большое, ну а мы увидимся уже совсем скоро. До новых встреч! Испытано на себе.